Ассаламу алейкум, здравствуйте! В эфире программа «Глазами любопытного туриста». Я приехал из Ростова, и мне интересно все, чем сегодня живет Чеченская Республика. Один мой товарищ в Ростовской области большую часть своего времени проводит у компьютера, но не играет в игрушки, а читает информацию и пишет свою. Это называется быть блогером. Так вот, он мне сказал, что в Чечне сейчас появилось очень много интересных блогеров и вообще развивается блогосфера. Сними передачу о блогерах. Что ж, считаю это интересным советом. И прямо сейчас с оператором Юсупом Салажеевым мы отправляемся знакомиться с чеченскими блогерами. Интернет-пользователи Чечни называют Лему Гудаева блогером-аксакалом. Человек с хорошим чувством юмора, на прозвище Лема не обижается, а, пожалуй, даже гордится. Говорит, действительно принято считать, что блогерство – дело молодых, а он своим примером этот стереотип опровергает. У меня, скажем, в соцсетях какая-то своя определенная роль, которая и привлекает, скажем, и читателей, и вообще наших блогеров из других регионов. Оказывается, по нашим, скажем, и таким беглым таким анализам, я и старейший блогер чеченской блогосферы, то есть самый старший, потому что люди моего возраста, они как бы меньше знают возможности сети, меньше этим занимаются. И вот волей-неволей получилось так, что я и старейший, и поэтому меня как бы полушутку, полувсерьез назвали аксакалом чеченской блогосферы. Да? Лема рассказывает, что стал блогером по двум причинам. Благодаря профессии, он директор департамента массовых коммуникаций, и из патриотических соображений. Решил доносить до жителей страны и всего мира правду о Чечне, а не то, что о ней пишут некоторые недоброжелательные к республике СМИ. Его аккаунты, то есть страницы, сегодня есть практически во всех социальных сетях. Живой журнал, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Публикации Лемы ежедневно читают тысячи человек по всей стране и в мире. Я как куратор средств массовой информации Чеченской Республики, в том числе и электронных, да, во-первых, сам должен быть в курсе, что у нас происходит в соцсетях в том числе. То есть первая моя задача и чем объясняется мое присутствие в этих соцсетях, да, это мониторинг этих же соцсетей, что пишут о Чеченской Республике, что пишут из Чеченской Республики. Да? То есть как минимум я должен быть в курсе, чтобы апеллировать по тем или иным пунктам своей работы. Да? Во-вторых, я считаю себя как бы играющим тренером. То есть, если я работаю, скажем, с блогерами, если я работаю с интернетчиками, да, то есть я должен сам в этом и разбираться, и как играющий тренер я могу где-то подкорректировать, где-то сориентировать, где-то помочь. Да. Блогерство в республике активно развивается. Еще несколько лет назад, говорит Лема, по количеству блогеров Чечня занимала последнее место на Северном Кавказе. Теперь делит первое с Дагестаном. Чеченским блогерам есть на кого равняться. Лидера республики Рамзана Кадырова в одной только Инстаграм ежедневно читают больше людей, чем, к примеру, весь тираж российской газеты. Инстаграм Рамзана Ахматовича, да, Кадырова. Вот из этой соцсети, которая, в принципе, существовала до его появления на этом поле, да, для передачи каких-то гламурных фотографий, каких-то изображений там, для тинейджеров, по сути, с его появлением эта сеть именно в Чеченской Республике превратилась в сеть интерактивного общения руководства республики с населением. И плюс тому, он где-то даже подменил наши же СМИ. Его Инстаграм, получается, на данный момент является источником информации для профессиональных журналистов, которые работают в регионах и федеральных изданиях. В завершении нашей беседы Лема говорит, что в ближайшее время в Чечне откроется школа блогеров и приглашает в нее всех активных, читающих и пишущих молодых людей.
А я отправляюсь к еще одному известному чеченскому блогеру Зауру Цицаеву. Заур, добрый день. О, привет. Как ты? Хорошо, спасибо. Немного отвлечем тебя. Да, нормально. Можно? Угу. Садись. Заур пришел в блогерство из чувства справедливости, чтобы бороться с ложью. Говорит, не мог равнодушно читать лживые и порочащие республику публикации. Впрочем, и сама блогосфера самоорганизовалась как раз в противовес недобросовестным, кем-то ангажированным журналистам. Блогосфера в первую очередь появилась из-за того, что традиционные СМИ стали больше врать. Извиняюсь за прямоту, но факт остается фактом. У нас все больше и больше так называемых независимых СМИ, которые де-факто являются желтой прессой, как ее называют. Они начали говорить то, что в действительности оказывалось совершенно не так, то есть неправду. И блогосфера это стало таким криком общества, наверное, я так думаю, потому что если кто-то врет, то тот должен, соответственно, должен говорить и правду. Когда кто-то начал говорить, что вот, например, элементарно стандартные лозунги, с которыми я чаще всего сталкиваюсь: «Хватит кормить Кавказ», «Чеченцы все предатели», все такое. И так далее. Вот когда вот подобные мысли появляются в крупных СМИ или средних СМИ, читательской аудитории там 30-40 тысяч в сутки, то, соответственно, само общество начинает противостоять таким лозунгам, осознавая, что это просто неправда. То есть вот на этом фронте, когда традиционные СМИ, крупные СМИ, телевизионные, там, газетные, радио и так далее, когда они начали говорить просто неправду, появились блогеры и начали доводить до общества свою правду. У них нету директоров, нету главных редакторов, то есть каждый сам себе хозяин. В блогосфере Заура знают под именем Boy from Грозный, парень из Грозного. Ежедневно на его страницу заходят и читают о Республике Правду сотни человек. Сетевую работу парня из Грозного оценили и основатели сетей. У меня начало увеличиваться количество читателей, у меня начал расти рейтинг, меня начали приглашать на какие-то мероприятия. И в прошлом году со мной связалось руководство Life Journal и предложило стать послом живого журнала у нас в регионе Чеченской Республики. И это уже какие-то обязательства, не только перед Life Journal, но и в первую очередь перед республикой, потому что есть определенные инструменты, которыми я владею, и могу, соответственно, используя эти инструменты, поднять региональную блогосферу, то есть сделать так, чтобы начинающих блогеров, которые хорошо пишут и умеют излагать свои мысли, их заметила общероссийская публика. В процессе разговора начинаю завидовать Зауру белой завистью и прошу помочь мне тоже стать блогером. Оказывается, первоначальный этап регистрация занимает всего несколько минут. Нужно придумать свой ник, то есть имя, под которым тебя будут знать в интернете, оригинальный пароль, указать электронную почту и формально ты уже блогер. Остается написать первый пост, что я с некоторым волнением и делаю. Так, мой первый пост в живом журнале. Получается, что я теперь тоже блогер. Да, с чем я тебя от души и поздравляю. Спасибо. Добро пожаловать в семью блогеров Чеченской Республики. Хотя у тебя ник Дон Ростов, но географически ты находишься на территории этого региона. И, соответственно, ты относишься, скажем так, к моей епархии. К епархии посла живого журнала именно в Чеченской Республике. Буду тебя пиарить, главное, пиши. Вот уж не думал, что в Чеченской Республике я стану блогером. Это еще раз говорит о том, что Чечня сегодня это не какой-то отсталый регион, как еще некоторые думают в России, а вполне, выражаясь современным языком, продвинутый, но при этом сохранивший все добрые старые традиции предков. На этом все. Увидимся в следующем выпуске программы «Глазами любопытного туриста». Адик Йоэл. До свидания.